Уважаемые зрители, мы продолжаем знакомство с нашими юбилярами. И сегодня хотим представить вам преподавателя по классу баяна, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Николая Дмитриевича Стручкова. Николай Дмитриевич Стручков родился в селе Абый Абыйского района Якутской АССР 1 ноября 1951 года, третьим ребенком в семье служащих. Отец Дмитрий Дмитриевич Стручков – известный человек в республике, ветеран тыла и труда, отличник советской торговли, заслуженный работник торговли РСФСР. Мать Акулина Пантелеймоновна всю жизнь проработала в системе торговли. Детство Николая прошло в родном селе Абый. С 6 лет начал играть на гармошке, а в возрасте 10 лет случилось знаменательное событие. Он впервые вышел на сцену в качестве аккомпаниатора-баяниста. Так, с весны 1961 года и по сей день в творческой жизни Николай Дмитриевич вот уже 60 лет не расстается с баяном. В 1959 году он пошел в 1 класс, а по окончании начальной школы переехал в районный центр в поселок Дружина, где учился в Дружинской средней школе. С этого времени началась самостоятельная жизнь. Юный Николай, не сильно избалованный, с ранних лет был приучен к труду, отличался аккуратностью и дисциплиной во всем. В Дружине жил у своей единственной бабушки, которая была очень доброй и хлебосольной. Вместе с ним жил старший двоюродный брат Владилен Януарьевич Кириллов. Он прекрасно играл на баяне и здорово пел. Юный Коля очень внимательно слушал его игру на баяне и мечтал также хорошо играть на нем. Учеба в Дружинской средней школе сопровождалась многочисленными мероприятиями и концертами, в которых Николай принимал самое активное участие. По окончании 8 класса в 1968 году без начального музыкального образования он поступает в Якутское музыкальное училище в класс баяна прекрасного преподавателя Сергея Александровича Чжан, а основам дирижирования его обучил замечательный преподаватель Николай Иванович Кисленко. Я занимался на баяне по 8-9 часов в день. Приходилось вставать в 3-4 часа ночи и пешком идти в училище. Каждый раз всегда очень ждал субботу и воскресенье, потому что появлялась возможность заниматься целый день. Вот так вспоминает Николай Дмитриевич годы учебы в музыкальном училище. Через 5 лет, в 1973 году, после успешного окончания училища, Николай едет в Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Мусоргского. С большой теплотой вспоминает годы учебы в консерватории наш дорогой юбиляр. К счастью, со мной поступили очень способные и замечательные ребята. Мы все подружились, помогали друг другу в учебе и в студенческих житейских делах. Первые 3 курса было тяжело учиться, так как были повышенные требования. Мне опять же приходилось вставать рано утром в 5-6 часов и с моим другом Виктором Романько первым трамваем ехать в консерваторию, чтобы позаниматься. Вообще все наши однокурсники занимались до 10 часов вечера, а после все дружно возвращались в общежитие. Наш курс был очень дружный и творческий. По окончании консерватории в 1978 году возвращается в родное музыкальное училище в качестве преподавателя по классу баяна и дирижирования. Осенью того же года он призывается в ряды советской армии. Службу начал в мотострелковом полку, а по окончании курса сержантов стал заместителем командира взвода
И здесь он с честью справился с поставленной задачей. В 1980 году в звании младшего лейтенанта он вернулся на родину, где продолжил преподавать в родном училище. В период работы в училище он организовал первый профессиональный ансамбль исполнителей на якутских народных музыкальных инструментах, в состав которого вошли преподаватели и студенты. Огромным достижением стала запись ансамбля на всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия». Через 2 года по направлению Министерства культуры работает концертмейстером и музыкальным руководителем Государственного ансамбля танца Якутии. С того времени становится постоянным концертмейстером заслуженной артистки Якутской ССР Натальи Трапезниковой. Предлагаем вашему вниманию концертное выступление этого творческого дуэта. Я хочу поздравить своего друга, своего верного соратника, с которым я объездила столько много республик, стран и всегда была уверена, что за спиной у меня прекрасная музыка, что все будет прекрасно. И Николая Дмитриевича поздравляю с его днем рождения, с его юбилеем, желаю ему счастья, успехов и здоровья. Русская народная песня «Валенки» аккомпанирует Николай Дмитриевич Стручков. В 1983 году Николай Дмитриевич уезжает на свою малую родину, в Абыйский Улус, где проявились его опыт и талант. На родной Абыйской земле он работает заведующим отделом культуры и директором Белогорской детской музыкальной школы. В период работы в должности директора занимался строительством и перепроектированием нового здания. По творческой линии организовал танцевальный ансамбль «Абыйчана», который впоследствии стал лауреатом республиканских и международных конкурсов и получил статус образцового танцевального коллектива. В 14 лет Николай Дмитриевич возвращается в Якутск и начинает преподавать в Якутском педагогическом колледже номер 2. Плодотворная работа Николая Дмитриевича была ознаменована публикацией его авторских сборников, цель которых была направлена на подготовку студентов к практической педагогической деятельности.
За период работы в педагогическом училище он выпустил около 60 выпускников, которые сейчас работают преподавателями детских музыкальных школ, студий и в других сферах по всей Якутии. В 2010 году Николай Дмитриевич назначается директором городской детской музыкальной школы. Его деятельность в этой должности началась с капитального ремонта здания школы, а далее он активно работает над проектированием и строительством нового здания школы. В 2012 году городская детская музыкальная школа была реорганизована в детскую школу искусств номер 2, а в 2014 году, по итогам Года культуры в России, детская школа искусств номер 2 заняла второе место среди детских музыкальных школ республики и награждается почетным знаком «События года» за сотрудничество и поддержку городских проектов. Отдельно следует отметить важную часть творческой жизни Николая Дмитриевича. Это деятельность в качестве концертмейстера, обладающего способностью к творческой интерпретации сопровождения, имеющего острую реакцию к неожиданным ситуациям на сцене. В этом качестве наш юбиляр активно принимает участие в музыкально-общественной жизни города и республики. Работает над вокально-концертным репертуаром ведущих солистов театра оперы и балета имени Суоруна Умаллона, таких как Иван Степанов, Онегина Ильина, Семен Оконешников, Марина Попова, Александр Самсонов, Нина Чигирева, Прокопий Неустроев, Альбина Борисова, Григорий Петров, Марина Силина, Николай Попов, Юрий Баишев и многих других. Художественная самодеятельность Якутии очень многим обязана нашему талантливому баянисту. Он никогда не отказывается в просьбе сопровождать выступления коллективов самодеятельности, с которыми неоднократно выезжал на зональные конкурсы и смотры. Так, с 1971 года с большой энергией и энтузиазмом выступал в оркестре народного ансамбля песни и танца «Сарел», а с 2006 года является художественным руководителем вокального ансамбля сотрудников Республиканской больницы экстренной медицины номер 2 «Ира-Сана». Все обработки и переложения песен для ансамбля были сделаны самим Николаем Дмитриевичем. Благодаря его блестящему таланту коллектив достиг немалых высот. Например, в 2007 году стал лауреатом республиканского конкурса «Поющая Туймада». Все многочисленные друзья Николая Дмитриевича знают о его человеческих качествах, таких как душевность, отзывчивость, позитивное отношение к миру. Он всегда готов прийти к друзьям на помощь в трудных ситуациях и поддержать их. Николай Дмитриевич замечательный семьянин. Его семья очень крепкая и дружная, и в этом особая заслуга хранительницы домашнего очага, любимой супруги Февронии Гаврилевны. Именно ее заботливыми руками и душой создается уют, красота и гармония в доме, а ее твердый характер и материнское тонкое чутье поднимают настроение, помогают где словом,
а где ласковым и любящим взглядом. С годами семья Стручковых только крепнет, превращаясь в одно неделимое целое. Вместе они вырастили 4 детей и воспитывают 6 внуков. Несмотря на занятость в работе и частые гастроли, выступления и репетиции, все свое свободное время он проводит с детьми и внуками, помогает в домашних делах. Дача – это самое любимое место. Там он постоянно что-то мастерит и строит. Здесь собираются дети, внуки и вся большая семья и родня Стручковых. Долголетний, безупречный труд и творческая деятельность Николая Дмитриевича справедливо, высоко оценены. Он является заслуженным работником культуры и отличником культуры Республики Саха-Якутия, почетным гражданином села Абый и поселка Белая гора Абыйского улуса. Награжден многочисленными почетными грамотами, знаками и наградами различных ведомств и учреждений. Уважаемый Николай Дмитриевич, разрешите от имени детской школы искусств номер 2 города Якутска поблагодарить вас за ваш вклад в развитие культуры республики, за ваш самоотверженный и благородный труд. Сегодня мы хотим поздравить вас с двойным юбилеем, 70-летием со дня рождения и 60-летия творческой деятельности. Продолжайте радовать нас яркой, насыщенной и плодотворной жизнью, заниматься любимым делом и воплощать мечты в реальность благодаря своей целеустремленности и преданности избранной профессии. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемого творческого вдохновения.